что, друзья, вот и все стемнело. Ничегошеньки больше не видно. Пролетело несколько широконосок, ну, 2 или 3 раза, парочка таких. И пару раз слышно было чирка. Один раз выстрелил в лед по уткам с первого номера в лед. Высоко летели в надежде, что, может быть, шальная заденет. Бесполезно. Теперь 2-3 часа, ну не 3, но 2 точно кромешной темноты сейчас будет. Вот наш плот, вот наш пентагон, вот шалаш. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Заколотил вот 2 жердочки по периметру. Обложил все с 4 сторон еловыми, пихтовыми ветками. Оставил здесь вот естественный куст. Здесь вход-выход. Это жерди немного остались. Потом этими жердями укреплять буду. Забыл просто крупные гвозди с дома привезти. Вон скобы. Купил в хозяйственном магазине, заколотил, все скрепил по периметру, все скобками. Теперь буду я натягивать сюда палатку. Это сейчас сложу все сюда, чтобы не мешалось. Все. 100 грамм семечек погрыз. Как мы видим, нижний плод весь в воде, а здесь сухо. Сухо, по крайней мере. Вот он, нижний плод. Я его делал намного больше. Из-за этого пришлось вот столбик дальше. Так бы, конечно, плотик получился поменьше, но получилось то, что получилось. И теперь будем располагаться к ночевке. Так, здесь у меня рыбацкий напиток, которого я обязательно сделаю глоточек, прежде чем как лечь спать. Поставлю будильничек. Так, чурку мы тоже уберем отсюда. Потом ее сделаем вовнутрь палатки, чтобы не унесло ветром. Так, это тоже пока уберем. Спальник, который сегодня уже успел поплавать. Не знаю, весь сырой напрочь. Он поплавал. Придется сегодня в сыром спальнике ложиться. Вот моя китайская палаточка, которая вот делается вот так вот. Вещь, конечно, классная. Китайцы молодцы. Придумали отличную вещь. Так, стульчик уберем тоже пока. Так, надеюсь, места хватит. Так, и вход-выход. Так, это у меня получается окошко. Пусть оно будет, пусть оно будет. Давай сделаем вот так. Ладно, потом это все хозяйство разрулим мы потом. Текс. Это будет у нас вход. Вот как-то вот так. Мешает. Убираем ствол пока на плечо. Коврик. Мешок. Патроны. Все пока убираем сюда. Так, что у нас получается? Чуть-чуть. Ладно, все, открываем. Открываем палаточку. Так, антимоскитная. Это Генка у меня дома. Вот. Вот наша палаточка, вот наш плот. А вот наш шалаш. Все нормально.
Места всем хватает. Вот наша палатка от производителя. Снежный путь, который успела сегодня поплавать уже. Господи, без переключений не обошлось. Надеюсь. Так, снаружи она все сырая, конечно, но надеюсь, что внутрь вода не попала. Плавала она сегодня, вы сами видели. Так. Вот такая вот палаточка. Палатка, говорю, спальный мешок. Так, где у нас повыше? Где пониже? Тут стелим коврик. Чтобы было мягче. Нужна вообще-то раскладушка здесь в идеале. Но раскладушки нету. Так, ляжем мы по диагонали, наверное, вот так вот, чтобы места было больше. Палатку не закрепил, но думаю, со мной вместе не унесет. Так, север у нас там юг. Значит, надо головой на юг ложиться. Вот так вот. Вот так вот будет выглядеть мое ложе сегодня на 2 часа. Сейчас мы это дело расстегнем, разденемся и ляжем. А то я весь напрочь сырой, у меня все уже закоченел. Так, ружье положу рядышком. Так вот, потому что даже пока не рассветет здесь, ничего все равно видно не будет. Текс. Сухо, сухо, совершенно сухо. Плавал как катер, но все сухо. Вот, чехол сырой. И бог с ним. Так, что еще у нас есть? От дождя спрячу наши вещи. Так, патроны обязательно. Осталось у меня патронов мало. Пачка 1,5. Патронов 40, не больше. 45 может быть. И вот этот чехол можно под голову положить. Ну все, друзья. Заходим. Заходим, устраиваемся поудобнее. Мешок тоже можно сюда. Так, теперь снимаем этот фонарик с головы. Я не знаю, как это будет выглядеть. Так, сюда зацепить-то некуда даже. Блин. Сюда не придумали они ничего, конечно. Куда подвесить? Ладно. На улице холодно, здесь уже теплее. Так. Заходим. Закрываем. Чтобы не дуло. Все, уже теплее. Уже теплее, чувствую тепло. От того только, что ветра нету. Так, комаров сегодня не будет. Так, как бы сделать так, чтобы... Блин. Чтобы она висела. Да никак ты не сделаешь. Так что... Пусть на голове. Вот так вот. Так. Ну пока разденемся, выключимся. Он вчера руку порвал. Ну вот я и устроился. Не знаю, как будет видно.
Не могу себя показать со стороны. Ну вот она, моя палатка. Вот мой шалаш. Вот озеро, вот болото. Вот сплошная темнота на 2 часа. Ничего не видно, утка не летает. Вот. Это окошечко мы закрываем. Небольшая щель, но ничего страшного. Тут все закрыто, сушатся бродни мои. Все четко, вот моя одежда. А вот мой спальник от производителя Северный путь. И сегодня мы будем его испытывать. Северный путь сделано в России. Вот. Все, фланелевый подклад, чтобы не пачкалась шерсть, чтобы было комфортнее отдыхать. Вот рыбацкий мой напиток. В данный момент он охотничий напиток. Настойка на черемухе. Водичка. Ну и конфета. На сон грядущий. Закусим конфеткой. Проглотим напитка. Я счастлив. Не знаю, кому как, но мне такая жизнь нравится. Вечером мне выстрелил один разлет. Вчерашний вечер был интереснее, постреляли, но утром не было выстрелов. Вовка подстрелял неплохо. Сегодня вечером пусто. Надеемся, что через 2 часа утром будет густо. За охоту, друзья. И встречаемся утром. Утром я расскажу, как мне спалось в новом. Обновляю, кстати, за спальник. Пью за спальник. Да здравствует спальник Северный путь. Вкусно. Очень вкусно. Конфетка очень вкусно. Ветра нету. Даже однослойная простая палатка уже согревает только от того, что не попадает ветер. Я вам скажу, я ночевал при нулевой температуре в этой палатке, в обычном спальнике. Я дубу давал конкретных. На свой страх и риск включал газовую плиту. Согрею, вроде тепло. Только выключил, она моментально остывает и холодно. Ну а теперь, друзья, попробуем вот так вот. Даже вот так вот. Надеюсь, видно. Ну а теперь, друзья, спокойной ночи. Встречаемся через 2 часа. И надеюсь, это утро будет отличным. Надеюсь, я согреюсь в этом спальнике. Надеюсь, утка будет. Надеюсь, все будет прекрасно. До утра, друзья. Еще раз повторюсь, я счастлив. Мне очень нравится так жить. Честное слово. Мне никто не заставляет. Я просто балдею от этого. Мне это в кайф. Мне это нравится. И я считаю, что вот именно такая вот жизнь, это и есть счастье. Неделя в год, 2 недели, прожитые весной на болоте, в лесу, это как подзарядка аккумулятора для моего организма. Это мне очень вдохновляет, это мне очень нравится. И всем вам желаю того же самого. Всем добра, всем мира.
и спокойной ночи. До утра, друзья. Встречаемся утром. Ну что, друзья, вот я и залез в спальный мешок. До конца не разделся только по той причине, потому что некуда развешивать. Минут 10-15 лежу. В принципе, нормально. Я доволен этим спальником. Блин, как сделать так, чтобы вот не светило мне лицо. Сейчас я сделаю, убавлю немного. Так, секунду, друзья. Вот так вот. Я вполне доволен этим спальным мешком. Не разделся только потому, что некуда развешивать вещи. Поставил будильничек на час раньше, потому что все равно ничего не видно стрелять. И не надо мне по пояс в воде уже, не надо воду набирать, ничего. Будет утка летать, встанем, посмотрим, постреляем. Не будет, будем спать до талого, потому что мне комфортно в этом спальнике, я вам говорю. Тут идет пар, температура где-то около -1, ну максимум 0, потому что сегодня не замерзает. Вчера было -1, где-то так же примерно было. Просто сегодня еще ветерок и за палаткой очень прохладно. Ну а нам здорово, нам прекрасно. Мы сделали глоток рыбацкого напитка и теперь немного отдохнем. До утра, друзья. Что, друзья, доброе утро. Спал как дома. Глаза как у китайца. Будильник прозвенел, я его выключил и дальше спать. Утка уже летит, утка уже крякает. Утка садится прямо рядом с палаткой. Ну а я вон, как вы видите. Говорю, вообще обалденно. Сейчас попробую. Если получится, конечно. Все тепло было спать. На улице холодина. Не попал. Не попал. Так, короче. Не попал. Просто борзеть нехрен. Так, просто надо одеваться, просыпаться.
могу сказать? Спальник действительно хороший. Спал как дома. Аж просыпаться не хочется, аж выходить с этого спальника. Я доволен. Спасибо, Северный путь, за такой спальник. Все прекрасно, все хорошо. А теперь мы одеваемся и выходим с палатки, потому что с палатки это немножко не то. Как вы сами видели, промазал тупо. Широконоски были тут метрах 35, наверное. Что делать?